профессии. Но одну создал, конечно, Бог, самую прекрасную на свете, самую прекрасную на свете, что звучит так гордо, педагог. Ежегодно 5 октября в более чем 100 странах свой праздник отмечают учителя. Праздник был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях. Впервые праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. Правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был установлен Международный день учителя. В 2013 году, когда все учителя отмечали свой профессиональный праздник, перед Якутским педагогическим институтом Северо-Восточного федерального университета появился единственный в Якутске памятник учителю. Памятник отлит бронзой скульптором Максимом Павловым. Моя первая учительница, Матрона Петровна Эверстова, взяла меня за руку и сказала: вот, иди учись и стань человеком. И она учила, она сама по себе по жизни очень скромный человек, но преданный своей профессии. Она мне очень много дала, и по воле судьбы мне пришлось с ней идти по жизни до конца ее жизни. Я никогда с ней не расставался. Учитель – это очень важный человек для конкретных людей. Проект «Памятник учителю» был инициирован и реализован руководителем Фонда поддержки образовательных учреждений имени Афанасия Азарова Игорем Никитиным. Задолго до получения статуса народного депутата республики Игорь Юрьевич занимался оказанием конкретной помощи общеобразовательным учреждениям, школам, детским садам. Он выступил с инициативой создать некоммерческую организацию по поддержке общеобразовательных учреждений в виде фонда и назвать его именем своего прапрадеда Афанасия Азарова. Он интересен тем, что в свое время он отдал школе свой собственный дом, который был использован как учебное заведение, а в те далекие годы это было очень крупное событие – безвозмездная передача своей собственности детям, общественности своего наследия. По условиям фонда ежегодно, один раз в году, в День учителя, вручаются гранты имени Афанасия Азарова из этого фонда. И один раз в году вручаются фонды в День воспитателя в детских садах. И вот уже с момента регистрации фонда, которая состоялась в 2013 году, на сегодняшний день гранты имени Афанасия Азарова из этого общественного фонда получили уже более 200 учителей, выпускников общеобразовательных школ, родителей, а в детских садиках более 150 воспитателей и родителей. В России это уже 6-й памятник учителю, а в Якутии – 2-й. Первый установлен в год учителя в Хангаласском Улусе. Памятник именно действительно вот учительница, которая изображена на этом памятнике, она олицетворяет всех учителей, но она немножко, скажем, похожа на бабушку Игоря Юрьевича Никитина, которая была учительницей в Намском Улусе, Хатырык. Там есть такой поселок родной. Это родина меценатов еще до революции Азаровых, которые открыли первую школу в этом Намском Улусе, Хатырыкском наследии. И вот она была учительницей первых учеников. Ну, я скажу, что вот ученик, который рядом с ней, можно сказать, прообраз маленького первоклассника когда-то Игоря Никитина. Почему-то мне так лично кажется. Учитель начальных классов, который изображен на этом памятнике, он каким был, значит, скажем, до революции и во времена Советского Союза, и сегодня
он остался таким же учителем. Сохранение семейных ценностей, передающихся из поколения в поколение, это заслуга родителей, которые правильно воспитывают своих детей, прививая уважение и почитание предков. В семье Никитиных это заслуга бабушки и дедушки, заслуженных учителей. И вот спустя 130 лет продолжается меценатство семьи Азаровых, но уже в лице Игоря Никитина. Почему для меня это значимый проект? Ну, на протяжении 3 с лишним лет я занимаюсь поисками архивных материалов по своей семье, по якутской линии, которые удочерили мою маму. Высокообразованные люди. Сам Афанасий Азаров, меценат, являешься жителем села Хамустах, отдал свой сайлычный дом под первую школу в селе Хамустах. Он совместно с односельчанами организовал и принял финансовое участие в строительстве церкви в селе Хамустах. В последующем, конечно, в 60-е годы уже 20 века эта церковь сгорела, но нам удалось восстановить на этом месте часовню со всеми необходимыми церковными атрибутами, со всеми необходимыми православными ритуалами. Моя бабушка Азарова, а в последующем после замужества Прокопьева Евдокия Дмитриевна, вот ее партийные дела, если взять и прочитать биографию, 23-30 год, учительница Намской районной школы, село Намцы. 31 год, Омская начальная школа, село Ольховка. 31-32 год, вторая образовательная школа Фрунзенского района города Москвы. 32-33 Батрацкая колхозная школа. Далее руководитель детского сада «Национальный» в городе Якутск. Учительница образовательной школы в городе Якутске. В 37-м 4-я начальная школа города Якутска. С 37 по 40 учительница 2-й начальной школы города Якутска. Если взять личное дело моего деда Данила Трофимовича, мы тоже увидим, что с 30-х годов, после завершения Академии коммунистического воспитания имени Надежды Константиновны Крупской, он являлся слушателем Якутского педтехникума, далее преподавателем Якутского педтехникума, заведующим школьным сектором Наркомпроса СССР, заведующий Якутским городским отделом народного образования и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, собственно говоря, и основной ответ на вопрос, почему именно памятник учителю, почему именно я. Очень хочется, чтобы в каждой семье дети уважали, любили и ценили семейные обычаи и будут передавать эту любовь своим детям, внукам, а они своим правнукам, как в семье Игоря Никитина. На самом деле, если мы окунемся в историю учительства и в историю преподавания, то ведь не так давно обучение отличалось от современного. За партами сидели не только отроки и школьники. За партами находились, если взять начало социалистического периода, то это и рабфаки, это люди, прошедшие достаточно большой жизненный путь. Если окунуться еще дальше в историю, то люди и в 30, и в 40 лет обращались к учительству как к необходимому, как к просветительской деятельности. Не только учитель являлся носителем нового, но и ученики желали получить это новое. Вопрос рассматривался не только в плоскости, например, математики или чистописания. Вопрос рассматривался на стыке наук. Сейчас, мне кажется, я являюсь отцом 4 учеников. На подходе сейчас детсадовец, который тоже скоро пойдет в школу. Мне кажется, что обучение должно быть более профильным.
Мы должны выбрать, помимо общеобразовательной канвы, должны научить достаточно специфическим для современного мира необходимым знаниям. Это право, это экономика, это инструменты, которые необходимы в жизни. В высшей школе и в начальной школе необходимо четкое сцепление между теорией и практикой. Нашим ребятам необходима возможность принимать участие в производственном процессе, если они выбирают технические специальности, в процессе развития культуры, если они выбирают такое направление. То есть максимально приблизить сферы обучения и реальной жизни. Каждого из нас вел по дороге знаний учитель. Педагоги делают свой огромный труд, свое доброе дело и всегда остаются очень скромными людьми. И этот образ скромного учителя объединяет все человечество. Тропа к этому памятнику не зарастет, потому что все мы благодарны нашим учителям. Цените и не забывайте их. Я уже сказал, что считаю 3 профессии самыми такими необходимыми в жизни, к которым мы всегда возвращаемся. Это воспитатели, учителя и врачи. Конечно же, в День учителя я хочу пожелать терпения. Мы все учимся на протяжении всей жизни. И вспоминаем своих первых учителей, и учителей, которые нас выпускали. Но чем дальше, тем чаще мы возвращаемся в среду своих одноклассников, к тем интересным и мудрым основам, которые в нас заложили. Я поздравляю всех учителей с праздником.